Встречи с экспертами, мастер-классы профессионалов медиаиндустрии, круглые столы и многое другое. В Сочи стартовал 25-й форум современной журналистики «Вся Россия-2021». На мероприятие съехались делегации со всей страны. А чтобы оценить масштабы форума, достаточно увидеть приглашенных гостей. Среди участников не только известные журналисты, но и политики и общественные деятели. Подробнее о том, какие вопросы обсудят на форуме и что за награду учредили за достижения в журналистике, расскажет мой коллега Хетак Плиев. В Сочи стартовал юбилейный 25-й форум современной журналистики. В нем принимают участие представители СМИ со всех регионов страны и стран зарубежья. Большая делегация представлена и из Северной Осетии. В первый же день работы форума на встречу с участниками приехал глава МИД Сергей Лавров. Сергей Лавров зачитал текст послания президента страны Владимира Путина к участникам и гостям форума. Уважаемые друзья, приветствую вас в Сочи на открытии юбилейного 25-го форума «Вся Россия-2021». Стартовав в 1996 году, форум убедительно доказал свою востребованность и на протяжении многих лет служит развитию в нашей стране, в российских регионах, современных, качественных СМИ, совершенствованию стандартов работы с информацией, укреплению авторитета и престижа журналистской профессии. Ваши встречи всегда становятся большим, значимым событием в медиасообществе. В формате диалога обсудили вопросы геополитики, тенденции развития российских СМИ, информационную безопасность и противодействие фейковым новостям. Представители североостинских СМИ смогли задать несколько вопросов и даже пригласить Сергея Викторовича посетить республику. Я был у вас, кстати сказать. Меня возили в ущелье, где был накрыт стол с 3 пирогами и не только с ними. Поэтому вот сейчас я вспоминаю, почему бы и не Северная Осетия, там красота. Начиная с первого дня заезда в выставочном зале активно идет подготовка стендов. Активно готовится к предстоящей презентации и делегация Северной Осетии. Поделились впечатлениями о форуме наши журналисты и с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. Как оказалось, с республикой его связывает не только журналистика, но и музыка. Вот это моя дочка Тоня, и она оператор профессиональный, и она снимала фильм в Осетии. Год назад, в августе, мы с командой ездили снимать клип «Ямакаси» для Мияги. Вот, жили там месяц, практически месяц. Очень много путешествий, жили в Владикавказе, в отеле «Владикавказ», в гостинице. И, просто ездили там в разные какие-то... Ну и как вам Осетия? Программы прекрасно, чудесно вообще. В этом году Северная Осетия решила еще ближе познакомить участников и гостей форума с регионом, его туристическим потенциалом и медиапроектами республиканских СМИ. На 25-й юбилейный форум современной журналистики «Вся Россия» Северная Осетия привезла в этом году несколько идей, которые информационно поддерживают глобальное развитие туризма в нашей республике. Первый инфоповод – это предстоящий фестиваль осетинских пирогов, который состоится 25-26 сентября 2021 года. И второе знаменательное событие, к которому мы готовимся вот уже не первый год – это 1100-летие крещения Алания, которое мы будем отмечать в 2022 году. Программа юбилейного форума насыщенная. Участников ждут встречи с экспертами, мастер-классы профессионалов медиаиндустрии, известных журналистов, круглые столы, дискуссионные клубы. Киноконцертный зал, в котором проходила встреча с Сергеем Лавровым, сейчас пустует, но зато нет ни одного свободного места в зале напротив. Сейчас здесь проходит встреча с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Вы те, кто идет туда и работает. За столом обсуждают важные темы для нашей страны, а именно доверие общества к СМИ и активное развитие интернета и блогерства. Еще 15 лет назад мы говорили об опасности приравнивания вот этих новых технологий, новых средств коммуникации, новых технологий к традиционным средствам массовой информации. Мы говорили о том, что блогеры и журналисты – это не одно и то же. И самое главное, не надо говорить, кто лучше, а кто хуже. Просто разные вещи. И нельзя наделять функциями журналиста блогера, потому что есть самое главное отличие – это степень ответственности. То есть еще очень важное отличие – это уровень профессионализма и образования. Форум современной журналистики «Вся Россия-2021» продлится до 16 сентября. Накануне в рамках фестиваля СМИ на сцене Зимнего театра состоялось вручение первой национальной премии за высшие достижения в области журналистики ТЭФИ Мультимедиа. Хетак Плиев, Заур Кодзаев. Специально для программы «В итоге».